В прошлом созыве комиссия тоже действовала, но к ней много было претензий от общественности, в частности. Вот в этом созыве тоже создана такая комиссия. Вот хотелось бы услышать от вас, как председателя, вот, востребованность, актуальность этой комиссии и какие-то, может быть, наметки уже есть. Чем заниматься будет конкретно? Во-первых, я не хочу обсуждать работу предыдущей комиссии, потому что, наверное, это было бы неправильно начинать работу с этого. А вообще востребованность этой комиссии, наверное, она очень большая. Во-первых, я хочу сказать, если говорить лично мое мнение, то, наверное, не просто комиссия должна была в Государственном Совете быть, а целый комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Мы с вами понимаем, что сегодня, встречаясь с нашими жителями, 99% жителей ставят вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству. Кого-то может не касаться вопросы здравоохранения, медицины, а вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются каждого жителя и России, и в том числе Республики Коми. И вот действительно те последние законы, которые приняты, касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, особо остро затронули, наверное, незащищенных слоев населения. Ну вот, есть какие-то уже наметки по направлению деятельности, что в первую очередь? Наверное, надо сказать, что у нас Государственным Советом Республики Коми принято уже положение работы и организации этой комиссии. И основные направления работы постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, они определены. Прежде всего, это модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Это действительно рассматривать вопросы, нормативы и тарифы в этой отрасли. Это предоставление услуг и льготным категориям. И, конечно, понимание важности рассматривания всех этих вопросов сегодня и в Государственной Думе. Вы знаете, создан комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Поэтому моя задача тесно вести работу, организовать и с этим комитетом, потому что все законы, которые сегодня принимаются на уровне Российской Федерации, непосредственно будут сталкиваться и наши жители.